Одной из наиболее ярких личностей Дагестана начала 20 века является основатель исламской типографии Магомед Мирза Мавраев. Аварское селение Чох, Гунипского района Дагестана, вошло в историю как родина передовых мыслителей, шейхов, военачальников, государственных и религиозных деятелей. Мухаммад Али Чухи Мавраев, отец Магомед Мирзы, в свое время считался муфтием Нагорного Дагестана. С вопросами к нему обращались не только простые граждане, но и сами имамы. В течение нескольких лет он выносил фетвы по самым разным вопросам. Впоследствии он собрал эти фетвы и издал их в виде книги, которую назвал Фатави Чухи, фетвы Чохского. Эта книга и по сей день пользуется большим спросом среди имамов республики. В семье Мухаммада Али в 1878 году родился сын Магомед Мирза. Получив первоначальное образование у своего отца, Магомед Мирза поступил на учебу в лучшее в те годы в Дагестане медресе, в селение Сагратль. Здесь он познакомился и подружился со многими учениками, которым впоследствии суждено было сыграть значимую роль в истории страны. Одним из них был Абу Супьян Акаев из села Нижнее Казанище. Именно во время учебы у них родилась мысль открыть исламскую типографию в Дагестане. В 1903 году Мавраев купил в Турции немецкие печатные станки и в городе Темир-хан Шура, ныне Буйнакск, начал работу по выпуску исламской литературы. Постепенно типография, набирая обороты, стала приносить доход. Нужно отметить, что выпуск книг в то время оказался очень востребованным делом. В те годы в Дагестане наблюдался рост числа исламских учебных заведений, и соответственно, чувствовалась нехватка учебных пособий. Книги в основном привозились из Турции, Сирии или Саудовской Аравии в нескольких экземплярах, а затем в медресе или на дому переписывались в индивидуальном порядке. Это, конечно, не могло никак удовлетворять потребности учащихся. Уже через несколько лет Магомед Мирза становится владельцем виноградников, консервного, кинжального и кожеперерабатывающего заводов, книжных магазинов, складов и около 10 многоквартирных домов. Для работы в типографии он подбирал лучших писарей. Кроме того, он заказывал ученым книги, изучив их необходимость для народа. После февральской революции 17 года стали издаваться газеты на национальных языках: Мусават, равенство, на кумыкском языке, Аваристан на аварском языке, Чинкат Цилну, утренняя звезда, на лакском языке. Издателем и редактором этих газет был сам Магомед Мирза. Кроме того, супруга Махача Дахадаева, Написат Дахадаева, внучка имама Шамиля, издавала газету «Замана», «Время» на аварском и кумыкском языках. После победы советской власти все типографии наряду со всеми остальными видами собственности были национализированы государством. В 1920 году лишился всей своей собственности и один из богатейших людей Дагестана Магомед Мирза. Директором типографии назначили работавшего там же Гоголева. Последний, в свою очередь, принял Мавраева на работу в качестве простого рабочего. В том же году в Махачкале начали строительство республиканской типографии. Народный комиссар просвещения Дагестана Алибек Тахогади высоко ценил Мавраева и, зная о его способностях организатора, назначил его директором типографии. Но, как и всем прогрессивно мыслящим людям того времени, Мавраеву тоже не суждено было проявить себя в новой стране. В 1928-29 годах газеты начали за ним буквально охотиться, стали считать его бывшее состояние, выяснять родословную и так далее. Он выехал из Махачкалы в сторону Баку, намереваясь перебраться в Иран или в Турцию. Но Магомед Мирза не смог перебраться за границу и под именем своего извозчика уехал в Узбекистан. Там он женился на татарке и устроился мастером на пилораме по ремонту бытовых приборов. Проработав там некоторое время, он переехал в Акмолинск, Казахстан, и 28 лет о нем ничего не было известно. В 1957 году через ингуша, возвращавшегося из ссылки в Казахстане, семья получила письмо от считавшегося пропавшим Мавраева. Сыновья поехали за ним и уговаривали вернуться на родину, но Мавраев не согласился. Магомед Мирза Мавраев умер в 1964 году в возрасте 86 лет. Похоронен в Акмолинске, ныне Целиноград, Республики Казахстан.